Начинаем урок русского языка. Я человек, я умею смеяться и удивляться, обижаться и огорчаться. Я умею думать и понимать, слушать и отвечать. Я могу ошибаться, я умею учиться, я хочу учиться. Хорошо, садитесь. Ребята, какой сегодня прекрасный день. Я рада всех вас видеть. Давайте на уроке подарим друг другу хорошее настроение. Я улыбаюсь вам, вы улыбаетесь мне. Улыбнитесь друг другу, чтобы пусть этот урок подарит нам радость открытия новых знаний и радость общения. Улыбнулись. Я улыбаюсь вам. Так, вы мне улыбнитесь. Так, и друг другу улыбнитесь. Так, теперь настроение каково? Покажите настроение. Хорошо. Так, ну а теперь, как вы думаете, можно знать все на свете? Так, девушка. Нет. Хорошо. А если нет, то зачем нам учиться? Зачем нам учиться? Остальные, почему это так? Мы не можем знать все на свете, но мы можем учиться и развиваться в своем интеллекте. Хорошо. Еще. Почему вы должны учиться? Мы не знаем на все на свете, но нельзя сдаваться. Правильно. Учиться и учиться. Надо учиться. Согласна с тобой. Так, еще, Джеймс. Нужно учиться, но мы не знаем все на свете, но нужно учиться, чтобы знать. 10-е записали. 10 февраля. Классная работа. И на минуте чистописания. На минуте чистописания запишите пословицу. Грамотным никто не родился, а научился. Так, красиво, аккуратно пишите. Хорошо. Как вы думаете, ребята, что означает эта пословица? Так, Настя. Грамотным никто не рождается, а только может научиться стать грамотным. Для этого нужно ходить в школу и узнавать многое, и ты станешь грамотным. Хорошо. Так, пожалуйста. Мы никак не рождаемся грамотными, а научаемся, учимся, потому что мы должны учиться. В каждом классе мы узнаем новое. Знаем новое. И Пополняем свои. каждым классом интереснее и интереснее. Хорошо. Седу. Как ты думаешь? Грамотным никто не рождается, а учится. Нужно учить 3 языка, чтобы поступить в университет. Университет. Хорошо. Так, ну-ка, Балну. Мы будущее Казахстана, и мы должны стать грамотным и образованным. Образованный. Молодец. Словарная работа. Следующая работа. Так, в тетрадочках записываем слова. Пожалуйста. И исправьте ошибки. Проверяем. Каждое слово проверьте. Так, в каждой группе есть спикеры. Они должны проверить
и в оценочных листах поставить балл. У вас там максимальный балл есть. Если ученик выполнил все без ошибок, максимальный балл ставите. Если допустил одну ошибку, уменьшаете. Да, пожалуйста, капитально мне поднимите зеленый этот кружочек, чтобы вы уже готовы. Проверили, выставили. Хорошо. Какая группа еще? Первая закончила. Так, третья, вторая еще не готова. И третья, да? Оценили? Все? Так, хорошо. Третья, вторая у нас группа, все. Так, и третья группа. Хорошо. Когда заканчиваете работу, поднимайте мне кружочки, да, зеленые. Хорошо. Ребята, молодцы. Выставили оценки мы. Так, ну а с какой частью мы речи работали на последних уроках, нам поможет игра «Соедини словечко». Так, пожалуйста, у вас перед вами карточки, работа в парах. Соединяем быстренько простым карандашиком. Соединяем. И узнаем, с какой же частью речи мы с вами знакомились. Так, у вас же тоже есть. Почему? Где у вас? Где у них? Так, пусть они сами выполняют. Так, мы втроем, да. Пара. Так, хорошо. Так, что же у нас получилось? Так, какая группа, которую я не вижу? Так, хорошо, готовы уже все. Так, хорошо. Что же у нас получилось? Инжи, прочитай, пожалуйста. Являюсь частью речи, обозначаю действия предмета, изменяясь по лицам и числам, отвечаю на вопросы, что делать, что сделать. Предложения чаще всего бывают сказуемы. Молодцы, молодцы. Хорошо. У всех так? Да. Молодцы. Значит, какая часть речи? Глагол. Глагол. Правильно. На последних уроках мы проходим тему глагол. А теперь давайте вспоминать, что вы знали о глаголе. Сейчас у вас будет игра. Следующая игра тоже будет оцениваться. Так, игра называется «Да, нет». Графический диктант. У вас карточки. Вот такие у вас карточки, да? Значит, да, нет, от 1 до 9. Значит, если правильно, если ответ «да», вы ставите плюс. Если нет, тогда проверяем. Проверяем. Каждый проверяет правильность и, значит, капитану отчет даете о выполнении. Как вы выполнили? Сколько ошибок допустили? Так, выставляем. Готово. Это группа. А что нужно было сказать? Молодцы. Какая группа осталась? Так, значит, первая группа у нас была первая, выполнена вторая группа, да? Так, пожалуйста, какое задание читаем? Банок. От данных словарных слов образуйте глагол. Беседа, беседовал. Завтрак, завтрак. Достаточно. Так, следующий. Завтрак, завтракал. Хорошо, следующий. Рассказывал. Рассказывал. Хорошо, передавай дальше. Так, у вас? Чувствовал. Хорошо. Все, есть еще? Нет. Все, да? Сколько у вас там глаголов было? 5 же? Еще какой-то глагол пропустил. Рассказ. Рассказывал. Рассказывал. Хорошо. Молодцы. Похлопали. Хорошо. Первая группа. У вас какое задание было? Оценку дадим. Хорошо. Первая 2 часовые стрелки. Первая группа. Что вы скажете второй группе? Вторая, третья, четвертую оцените. Вторая группа работали хорошо и активно, дружелюбно. Даю оценку 5. Не 5, отлично, да? Хорошо. Так, вы. Мне третья группа понравилась. Они работали активно, дружно и внимательно. Внимательно. Прошла. Почему? Потому что- Почему? Потому что это прошедшее. Глагол прошедшего времени. Хорошо. Еще. А остальные глаголы? Настоящее время. Значит, о чем мы сегодня будем говорить? О глаголах прошедшего времени. А с чем еще мы займемся? Посмотрите дальше. Что вы? Прочитайте предложение, проанализируйте. С чем вы не согласны? Отсутствует окончание. Как ты узнал? Почему? Потому что утром не наступил, а наступил. А наступило, правильно. В окончании. Хорошо, у нас не хватает. А значит, с чем мы сегодня познакомимся? С
С чем мы познакомимся сегодня? С окончаниями прошедшего времени единственного числа Да. и множественного времени. Множественного числа. Да, правильно. То есть мы будем знакомиться с изменением окончаний у глагола прошедшего времени. А для чего нам эти окончания нужны? Для чего нам эти окончания нужны? Ну, все знают. Чтобы узнать, какой род. Чтобы узнать род, еще для чего? Чтобы правильно писать. Правильно, чтобы правильно писать. Хорошо. Дальше. Так, у вас лежат карточки. Пожалуйста. Карточки. У вас, пожалуйста, нужно глаголы изменить по... Так, в тетрадочках выполняем эту работу. Так. И будут выполнять. Пожалуйста, из первой группы. Так, Джеймс, пожалуйста, иди. Первый глагол у вас какой? Джеймс, возьми карточку. Так. Какой глагол? Ходить. Хорошо, пишем. Берем. Так. Ну, Бала, у вас первый глагол. Читать. Пожалуйста. Так. Так, сейчас будете оценивать. Столбик надо было, ну, Бала. А ты что? Грызло. Посмотри, грызли. Столбик надо было, да? Ну, хорошо. Так. Так, давайте проверим. Проверим. Смотрим. Так, четвертая группа. Смотрим. Правильно она сделала? Грыз. Женский род грызла, грызло, множественное число грызли. Хорошо, садись. Так, второй, значит, глагол. Хорошо. Я сейчас читаю вам глаголы. Как только вы услышите глагол прошедшего времени, хлопаете в ладоши. А остальные глаголы вы будете что делать? Хлопать. Ну хорошо. Так, внимательно. Читает. Это хлопнул. Стоп. Так, веселится. Алидан хлопнул, да? Да, я хлопнула. Почему? Веселиться. Так, какое время здесь? Настоящее. Что делает настоящее? Так, рисовал. Бегает. Умывается. Спал. Шьет. Вяжет. Метет. Пил. Упражнение 2. Так, запишите. Упражнение 2. Так, выполним, сейчас будем проверять. Так, задание прочитаем, что нужно сделать в этом задании. Так, пожалуйста. Так, кто читает? Так, Убан, прочитай задание. Пиши, вставляя пропущенное окончание. Определи время, число и род глаголов. Обозначь окончание. Хорошо, Ритника, давайте продолжим. Так, Джеймс. Сегодня я узнал на уроке окончание глаголов прошедшего времени, что изменяется города. Парадам хорошо. На уроке я узнала прошедшее время с суффиксом «л». Хорошо. Так, дальше. Мне понравилось. Мне понравилось этот урок. Хорошо. Было трудно? Было трудно составлять глаголы. Определять глаголы, да? Хорошо. Домашнее задание отмечаем. Домашнее задание отмечаем. Так, теперь у нас на листочках своих домашнее задание отметьте. Так, на листочках, пожалуйста, напишите каждое свое имя. И каждая группа будет взаимооценка будет. Первую группу поет. Так, пожалуйста, первую группу. Кроме первой группы, вторая, третья, четвертая. А какая группа вам понравилась, вы оцениваете. Так, пожалуйста. Так. Какая группа сегодня хорошо работала? Спасибо, ребята. Я вам желаю удачи в дальнейшем. Пожалуйста, хорошо учиться. Спасибо за урок. До свидания.